Сыктывкаре члены отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МВД провели эксперимент. Они попытались узнать, пойдут ли дети с незнакомыми людьми, доверятся ли им. Такой эксперимент в эти дни проводят по всей России. Более 50 регионов присоединилось к акции. Посвятили же ее памятной дате – Дню пропавших без вести детей. Ежегодно его отмечают во всем мире 25 мая. Виктория Денисова о результатах эксперимента. Проводили воспитательные беседы, объясняли, что к чему. Казалось, урок усвоили, да не тут-то было. Вот, к примеру, Ангелина. Девочке 5 лет. Родители строго-настрого наказали, мол, с незнакомцами ходить нельзя. И все же после слов «я отведу тебя к маме» пошла с чужим человеком. Когда нам предложили поучаствовать в эксперименте, мы, не раздумывая, согласились, потому что, все-таки я считаю, что это урок на всю жизнь для нее будет. Вот. Но было, конечно, неожиданно, что она ушла. Вообще, мы в шоке. В эксперименте поучаствовали 5 детей. С их родителями заранее договорились. Повелся каждый. Поисковик Лизы Алерт поочередно подходит к ребятам, рассказывает красивую историю, после чего ребята без тени сомнения следуют за незнакомкой. Далее урок. Танечка, пообещай, что больше никогда не будешь уходить с чужими людьми никуда, хорошо? Ты же знаешь, что нельзя с незнакомыми уходить. Они могут тебя куда-нибудь в плохое место увезти, да? Только с мамочкой, за ручку, никуда. Вот смотри, мы тебе такую книжку дарим, «Ушки на макушке» называется. Там правила поведения в городе и в природной среде. Придумывали разные легенды, то там мама потеряла тебя, пойдем я тебя отведу, с собачкой погулять и прочие легенды. И детки, к сожалению, все уходили, хотя родители были уверены в том, что ребенок не уйдет с незнакомым человеком. На самом деле акция очень показательная и дает понимание о том, что мы должны еще более увереннее рассказывать своим детям о правилах воспитания. Пойдем, покажу зверушку, или же браслетик, помоги достать, в щелку упал. Легенды самые разные. Результат один. Ребенок уходит. В таком случае поисковики советуют еще раз поговорить с детьми о правилах безопасности. Если потерялся, оставайся на месте, родные сами найдут. Незнакомец просит о помощи – откажи. Дети ведь думают, что преступники выглядят такие грозные, в темных очках, а на самом деле преступники выглядят безобидно. Взрослый никогда не будет просить помощи у ребенка. Взрослый будет просить помощи у взрослого. И детей мы учим, что не уходим с чужим, с незнакомым взрослым ни по какой причине. Увы, безрадостные результаты показывает и статистика. Только за прошлый год по России зарегистрировали более 5000 пропавших детей. Около 60 заявок пришлось на коме. Самому младшему ребенку было 3 года. Укатил, говорят, на самокате от родителей. Чтобы повлиять на столь печальные данные, поисковики проводят занятия, где разъясняют детям, что к чему. В отряде существует направление «Школа безопасности» Лиза Алерт. Наши инструкторы, они выходят в детские сады, в школы и рассказывают детям, как вести себя в городе, если он заблудился ребенок, в лесу, если они с родителями пошли за грибами, на транспорте, в метро или в торговом центре. Мы все им постоянно рассказываем. Привлечь внимание к проблеме, а, быть может, и предотвратить возможную трагедию – таков замысел акции. Около 2 лет назад похожий эксперимент проводили в Печоре. Тогда из 20 детей единицы не повелись на уловку незнакомца. С тех пор ничего не изменилось. Но задуматься об этом предстоит взрослым, ведь именно они несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.